эфире очередной выпуск программы «Амчра». Здравствуйте. Вот уже 3 месяца Центр стратегических исследований при президенте Республики Абхазия возглавляет новый руководитель. Как он собирается выстраивать свою работу, какие изменения собирается вносить? Об этом нам в интервью рассказал директор Центра Вячеслав Чирикба. Вячеслав Андреевич, вот уже 3 месяца вы возглавляете Центр стратегических исследований при президенте Республики Абхазия. Указ о вашем назначении был подписан 1 октября. Вот за эти 3 месяца какие работы вы успели провести? Действительно, это для меня большая честь, назначение на это важная вообще-то работа для любое государство имеет такой центр, даже не один, а их должно быть несколько, и даже конкурирующих, да, в чем-то. Вот. Но самое важное, что должен быть индивидуальный продукт, должно быть осмысление действительности, должно быть изучение мирового опыта и должно быть выработка рекомендаций для того, чтобы наше руководство, президент и другие высшие чиновники, а также ведомства, они знали, какая ситуация в той или иной отрасли. Конечно, это дает им министерство, тоже такие данные, но тем не менее, с точки зрения также сравнения с мировым опытом, изучения динамики развития процессов в той или иной области, скажем, то, что было ранее, то, что сейчас есть, какие тенденции, вот. А также с точки зрения рекомендаций, которые должны быть. Я думаю, что вот это как раз важно для того, чтобы центр работал продуктивно. Вот. Пока, к сожалению, вот у нас, видите, совпало с пандемией, и были долгое время закрыт был, потом праздники, поэтому я пока еще не скажу, что у нас большие достижения за 3 месяца. Вот. Но планы есть, планы большие на самом деле. Вот. Я уже общался с коллегами вот, в администрации президента, в информационно-экспертном отделе. Вот. Очень хорошие коллеги, очень хорошие, знающие, грамотные специалисты. Вот, а также с другими политологами. У нас уже был здесь небольшой семинар, провели по поводу внешней политики, министр иностранных дел был, и представители различных организаций были. Так что, в общем-то, пока пытаемся вот как-то что-то проводить в таких условиях, да, но на самом деле, конечно, предстоит большая работа по реорганизации этого учреждения, поскольку в той форме, в которой он был, я думаю, что уже она себя жила, организация, нужно новую как бы, вот, сущность в нее внести. Я думаю, что можно будет отойти немного от проблем экономики, очень много было экономических здесь исследований, вот, и перейти больше к изучению внутренней и внешней политики Абхазии. Вот я думаю, что эти самые главные вопросы, которые будут нас занимать, внутренняя и внешняя политика Абхазии. Но сейчас мне хотелось бы поговорить в общем о Центре стратегических исследований. Он был учрежден в 2006 году. Вот за это время как вы оцениваете вот, деятельность этого центра и насколько он был необходим? Ну, во-первых, он был действительно необходим. Я сказал, что государство должно иметь такие центры, и не один. Вот. Он был создан нашим выдающимся философом, и ученым, и общественным деятелем Олегом Нестеровичем Домени. Вот. И был собран очень хороший коллектив, очень сильный коллектив. Я думаю, что тот продукт, который они производили, был на очень хорошем уровне. Вот, с креном в основном в экономику, конечно, да, вот, и вот программа, которая была подготовлена, но все-таки и другие процессы тоже также изучались. Были здесь проведены семинары, встречи, публикации есть, так что я думаю, что очень неплохо поработал этот центр и свою роль выполнил. Вот. Но новые времена, новые задачи приносят, я думаю, что уже можно подумать, как бы расширить нашу деятельность. И опять же, повторяю, вот, концентрироваться на ключевых вопросах внутренней и внешней политики. Ну да, тем более, что вообще на Центр возложены многие научные задачи, но определены 3 основных научно-исследовательных направления. Вот я озвучу их. Изучение социально-культурных процессов, исследование проблем и перспектив национальной экономики Абхазии, анализ геополитического положения Абхазии. Ну, как вы уже сказали, вы собираетесь вносить изменения. Да, действительно, все это в общем смысле это все верно, да, и все это будет присутствовать, естественно. Единственное, что акценты будут немножко другие. Скажем, не все социокультурные процессы, а те, которые имеют стратегическое значение для Абхазии. Это демография, это язык, это функционирование органов власти и системы управления. Это имеет огромное значение для
нашего будущего государства. Затем, значит, а также вопрос внешней политики тоже. Вот, взаимоотношения с Россией, отношения с переговоры с Грузией, взаимоотношения с другими соседями нашими и вообще место Абхазии, которое должна занимать в мировой системе мировых отношений. Здесь очень много того, что нужно концептуализировать. Очень мало написано, знаете, чтобы можно было взять в качестве программы действий. И вот по поводу экономики существует, конечно, Министерство экономики, существует Министерство финансов, есть еще Институт экономики и права. Так что я думаю, что вполне хватает учреждений. Есть еще, конечно, университет Абхазии занимается после экономики. Так что я думаю, что вполне хватает тех, кто будет заниматься экономикой. Вот. А вот здесь все-таки, мне кажется, более на, вот я повторяю, на вопросы внутренней и внешней политики. Это касается также реформ. Абхазское общество, как я повторяю, беременно реформами, но никак не, вот пока еще мы не видели ни одной значимой реформы за все эти последние 15 лет. Хотя начиналось абхазское государство с реформ, все было перестроено, правда же, после войны под руководством Владислава Арземба, но потом как-то вот этот темп снизился, и сейчас просто я не могу назвать ни одно вот направление, где бы какие-то реформы проводились или даже задумывались. Хотя вот я знаю, что есть, так сказать, работа ведется по реформе системы правоохранительных органов, да, МВД и так далее. Там действительно назрела реформа, потому что, конечно, это также наследие советского времени, когда вот все как бы строилось по длинному образцу. Однако Абхазия маленькое государство, нам не нужно иметь все то, что есть в больших государствах, скажем, в России, скажем, в других государствах. Надо подумать, что было рационально и эффективно, самое главное. Поэтому здесь тоже, вот, и мы тоже готовы принять участие в обсуждении реформ в области правоохранительных органов, в области здравоохранения, в области образования, языковой политики и внешней политики. Здесь, мне кажется, очень много поля деятельности. О нас очень много пишут. Знаете, я вот сейчас занимаюсь, готовлю свою книгу второму изданию по статусу Абхазии в международном праве. И огромная литература по Абхазии написана, а мы ее даже не знаем, честно говоря. Очень мало. Мы вообще ничего не пишем даже по этому поводу. Удивительным образом, о статусе Абхазии. Очень мало работ абхазских авторов. В основном это зарубежные авторы, которые нас изучают и делают какие-то выводы. Поэтому здесь тоже нужно как-то вот прийти в соответствие со временем. Да? И вот моя цель создать коллектив, который будет отвечать вот запросам времени, который будет изучать ситуацию по всем направлениям ключевого абхазского государства и также предлагать видение свое, изменения, которые необходимы для того, чтобы эти органы, эти институты были более эффективны. Есть у нас в Абхазии какая-нибудь организация, институт, который занимается внешнеполитическими вопросами, изучать внешнюю ситуацию, отношение к Абхазии, к тем событиям, которые происходят знаете, в вот мире. это только вот МИД, который занимается практикой, да, практика, я там работал 5 лет, это практика международных отношений. Там мало науки. Конечно, когда наши сотрудники были кандидаты наук, занимающиеся изучением различных аспектов, и тем не менее это не основная деятельность МИДа. Главная деятельность МИДа — это внешние связи, да, с различными странами. Вот. А вот то, что вы сказали, ну, вот я почти не знаю, очень мало. Если есть, то это очень мало. Есть какие-то работы по связи с диаспорой, скажем, да, очень важные работы, конечно. Вот. Но вот даже по конфликту с Грузией, у нас конфликт с Грузией, который не завершен. Грузия претендует на территорию Абхазии, это конфликт, который не завершен. Однако очень мало работ, касающихся анализа грузинских позиций. Есть ли динамика там, есть ли разные мнения по этому поводу в грузинском обществе, или в политическом обществе, или в политикуме, или в экспертном сообществе. Мы тоже мало знаем об этом. Вот. Хотя об этом знают те, кто встречается в рамках встречи в МПО, и тем не менее вот, наше общество в целом не знает, что происходит вот даже здесь, за Ингуром. Наш сосед Турция, скажем, да, тоже там, что происходит в Турции, тоже мы не знаем. Как это влияет на Абхазию? Это что же, Турция поддерживает Грузию, однако есть нюансы, там диаспора наша. Тоже это вносит свои как бы, коррективы в позицию Турции. То есть вот это все нужно изучать на самом деле, чтобы мы понимали, в каком мире мы живем и что вообще предстоит нам видеть, делать какие-то прогнозы на будущее. Без этого невозможно, конечно, строить государство. Нельзя только лишь заниматься
ямочным ремонтом, надо строить магистральные пути развития государства. Вот. И вот я думаю, что одна из целей вот этого института должна была быть вот, разработка концептуальных основ развития Абхазии по различным направлениям. Вообще, ну, насколько я понимаю, вообще государство — это строительство государства, это наука, это должен быть научный Абсолютно подход. верно сказано. Изучение, анализы, определить слабые места, определить сильные места, определить приоритеты и двигаться. Вы прекрасно вот, все в сформулировали. этом Даже направлении. трудно что-нибудь добавить к этому, потому Да. что и это, конечно, это вопрос, конечно, кадров тоже. Вот кадры решают все, как говорил один из государственных деятелей Советского Союза. Вот. А с ними у нас проблема, конечно же. Вот я преподаю в университете давно уже, с 2007 года. Ну, пока я на филфаке преподаю. Конечно, международные отношения я тоже преподаю. Там хороший контингент, очень хороший контингент на самом деле. Вот, а филфак намного слабее. Вот. И я вижу, что, к сожалению, вот в университете общая тенденция — это погоня за количеством студентов, но не за качеством преподавания и того знания, которое они получают на выходе. Вот. Это, конечно, прискорбно, потому что абхазские, ну и даже в советское время было сильное учреждение. Вот. Снижение стандартов — это, конечно, и это касается всех отраслей нашего, значит, государства. Вот. Я думаю, что подготовка специалистов по специальностям, она имеет огромное значение. Мы посылаем каждый год студентов вот, в Россию, скажем, по лимитам. И знаем вообще, кто из них заканчивает, возвращаются ли они. У нас статистики никакой нет, и, кажется, никто не занимается этим вопросом. А это стратегически важное направление, подготовка кадров. Ведь с этого началось возрождение экономики Китая. Он послал тысячи студентов в начале 90-х годов во все лучшие университеты мира. Турция то же самое сделала. И Турция, которая не имеет никаких ресурсов, я имею в виду ни нефти, ни газа, это процветающая экономическая страна, она даже кризиса не заметила. Почему? Потому что у них очень сильный внутренний рынок, очень сильная подготовка специалистов, экономистов, юристов и так далее, менеджеров. Вот это у нас абсолютно пока вот отсутствует, к сожалению, целевая подготовка специалистов по каким-то направлениям стратегическим. Вот. И, к сожалению, большинство специалистов лучших остается в России, к сожалению. Или, допустим, те, кто в Турции учатся, в Турции остается, поскольку вот они не чувствуют себя востребованными здесь, потому что все места заняты, да, и Да. вы понимаете, общая проблема. Возвращаться, В принципе, некуда. Они приходят, ищут работы, потом уезжают. Ну, не все, конечно, но, к счастью, есть исключения. Это касается, кстати, сферы здравоохранения. Ведь очень много готовится наших абитуриентов или студентов в медицинской области, правда же? Но лучшие все-таки остаются, к сожалению, в России остаются. Мы знаем эти хорошие кадры, а должны приезжать сюда. Поэтому это очень большая проблема. Это проблема для многих государств, не только для Абхазии. Вот. Но, тем не менее, она должна как-то решаться. Нужно ее контролировать как-то. Вот нельзя пускать ее на самотек. Вот, общее ощущение, что много опущено на самотек у нас. Вот как само по себе. Это нельзя. Нужно все контролировать, надо все регулировать. Вячеслав Андреевич, для проведения научных исследований, вот то, о чем мы говорили, чтобы все это воплотить в жизнь, нужны научные работники, научные сотрудники. А как известно, когда Олег Домени уходил, почти весь научный состав ушел вместе с ним. Ну, весь практически. Практически весь. Но сейчас какова ситуация? У вас есть научные работники? Как я понимаю, для проведения тех работ, которые вы озвучили, нужен целый институт. Да, вы очень правильно все оцениваете. Вот. Над этой проблемой я сейчас работаю. Пока я считаю, что президент очень хорошо оценивает ситуацию, и он высказал желание помочь воссозданию этого очень важного научного центра, который важен не только для президента, скажем, но также для всего общества может важен быть. Вот. Я думаю, что это, вот, если будет поддержка со стороны руководства страны, мы сможем проводить это учреждение в действующий эффективный институт научного продукта, причем уникального продукта, который будет важен не только для понимания действительности, но и для тех, кто хочет действительность улучшить.
предыдущие работники, они представили президенту свое видение экономического развития страны. Вот каковы перспективы этих научных работ? Ну, это Они имеют, ну, они будут это была не воплощены в жизнь, научная они будут работа, использованы. это была программа как бы развития Абхазии. Я не знаю, какое отношение к ней у нынешнего руководства, поскольку еще мало времени прошло, чтобы, мне кажется, чтобы понять. Вот, но... Ну, а эти же работы и программы делаются не конкретно под одного президента, да, они на 5, на 10 Ну вот, лет. знаете, меня тогда вот удивило, что было мало обсуждений этой программы. Вот. Она была подготовлена коллективом, ну, экспертами, вот, и вот, но, скажем, я не получил текста этой программы, да, не только не я, но и другие министерства не получили текста программы, а там речь шла о многих направлениях нашего экономики, нашего, значит, общества. Это, я считаю, что минус был. Отсутствовало широкое обсуждение этого до того, как оно было принято. Потом была ее презентация, ну, такое праздничное мероприятие, а затем было голосование на кабинете министров, я тоже там сидел. Я, конечно, поддержал программу эту, да. С другой стороны, я спросил, а сколько из министров, сейчас 12 министров, кажется, будете голосовать за принятие, сколько из вас прочитал эту программу? 3 человека прочитало, 3 министра прочитало. А зачем вы будете голосовать то, что вы не знаете? Может, сначала вы ознакомились с ней? То есть я считаю, что надо было провести, даже если подготовлена программа, нужно провести было хорошее обсуждение по министерствам вот, и по ведомствам, а потом, с учетом замечаний, ее доработать, и уже тогда это было более, может быть, более отвечающая вот, всем как бы, интересам эта программа. Но, опять же, ведь она была принята, и все, они, кажется, тут же забыли, кажется. Это, значит, судьба очень многих программ. Это же не первая программа, было много других программ. Вот московская диаспора подготовила, знаете, 25 шагов, кажется, называется. И где она, эта программа? Может, она хорошая? Я не видел ее. Надо ознакомиться с ней. Я собираюсь с ней ознакомиться. Вот. Я уверен, что это хорошая программа. Но, тем не менее, опять же, вот мы как-то интеллектуального продукта мы чураемся. Да? Вот, а вы правильно сказали, без научного подхода к строительству государства невозможно построить эффективное государство. Оно какое-то будет, конечно, да, но это не будет эффективное государство. Ведь главный критерий государственности – это его эффективность и создала ли она условия для благосостояния народа. Вот две вещи, да, эффективность и экономический рост. Если этого нету, то эффективность создается путем знания. Без знания, вот так просто методом тыка ничего не получится. Нужно знать, что делать. Да, и определенная программа нужна. Нужна программа. Вот примерно такое, то, что будем заниматься мы сейчас, надеюсь, да, вот по разным направлениям нашего общества. Это должно было давно уже быть создано. Но вот если возьмешь, скажем, по каждому направлению, скажем, да, вот трудно найти эти программы по экономике, по демографии, по языковой политике. Что-то есть, но вот такого целостного понимания нету. Поэтому я думаю, что нам предстоит, кстати, кадры есть, очень хорошие кадры, которые могут создать очень хорошие программы. И кроме того, есть сейчас средства массовой информации, можно легко достать информацию по любому аспекту интересующего с помощью интернета. И можно привлекать аутсорсинг, если нет своих специалистов, привлекать специалистов из-за рубежа, из России, из Турции, не знаю, откуда еще, чтобы они создали какие-то вещи, которые мы не можем создать сами. Это все возможно, но нужно, чтобы была потребность в этом, в научном подходе. Вот нужно создать потребность в научном подходе. Тогда, я думаю, у нас будет более успешная многие вещи, которые сейчас мы жалуемся на эти. Ну, вообще работа, я как понимаю, так выстроена, что вот вы свои научные работы вы предоставляете президенту страны, а он на основании вот этого определяет дальнейшее стратегическое развитие страны. Значит, То есть он опирается на ваши... Здесь как бы вот две вещи. С одной стороны, может быть заказ, да, скажем, президент или кто-нибудь из руководства интересует какая-то проблема, такое направление. Дают нам заказ, да, изучить ее. Мы ее изучаем, опять, научным образом, и потом даем уже в виде доклада. Вот, и обязательно же будут рекомендации, обязательно, то есть выводы, рекомендации. Вот. А вторая часть – это то, как мы видим сами, да, как мы видим сами то, что необходимо развивать нам, и изучать, и там, где необходимы реформы, необходимы видоизменения. Вот. И тогда мы сами уже принимаем решения по каким-то научным направлениям. Вот. И создается группа научная, которая под моим руководством или под руководством другого человека. Вот. И создается, через какое-то время создается продукт в виде доклада. Вот этот доклад потом создается такая вот,
не презентация, скажем, а обсуждение его среди специалистов извне, правда же, извне, ну, в нашем обществе, экспертном обществе происходит хорошее обсуждение, после этого с учетом замечаний или предложений он перерабатывается, дорабатывается, и уже как конечный продукт он кладется на стол президенту, премьер-министру, министерства и так далее. И также он будет на интернете, в интернете будет в доступе. Это вещи, которые должны быть известны всему обществу. Я в таком виде вот вижу свою работу. Опять же, направление деятельности — это вот ключевые аспекты нашего государства, стратегические аспекты. Включая, кстати, энергетику тоже, как выяснилось, да, что это они как-то включаем свет, кажется, что все в порядке, а там огромные проблемы. То есть эти все вещи, которые зависят от нашего государства, его существования, его функционирования, я думаю, что нужно этим заниматься все научно и вот, с точки зрения полезности для их использования в качестве рекомендаций для позитивных изменений в этой области. Вячеслав Андреевич, вы человек, умудренный политическим опытом. Как вы думаете, почему 20 лет у нас происходят в стране политические кризисы? С чем это связано? В абхазском обществе существует понятие, вот, идеи самосохранения. Для нас идея вот, столкновения такого физического друг с другом, она неприемлема, к счастью. И мы вышли из обоих кризисов без потери людей. Это огромное достижение. Ведь в других странах по-другому происходит все это. Поэтому я думаю, что это и признак тоже степени ответственности, да, и зрелости нашего общества, с другой стороны. То есть здесь очень много, конечно, факторов, но надеюсь, что все-таки мы оставим за спиной вот эти эксцессы и перейдем к такому легитимной смене власти. Все-таки нужно думать о том, что об ответственности за все действия, которые ты производишь. Маленькое общество, очень легко нарушить баланс, вот, довольно хрупкий баланс между вот, слоями общества. Вот, это искусство, как это все с этим совладать. Вот. И если этого искусства ты не обладаешь, то получается проблема. В последнее время очень много говорилось о необходимости проведения реформ в органах власти. Вот. Насколько они необходимы? Эта власть пришла под флагом реформ, правда же, необходимых реформ. Кстати, и другие тоже об этом говорили раньше, вот, но быстро забывали об этом. Потому что реформа — это всегда, ну, болезненное изменение старого, да, замена старого на новое. Люди привыкли жить по-старому. Но без реформ общество не развивается вообще. Вот нет развития общества без реформ. Ну, в области здравоохранения обязательно нужно провести реформы. Там просто все это уже вот, ну, это влияет на наше общее здоровье всех нас. Необходимы реформы в области системы образования. Абсолютно необходимы они. Это одна из ключевых реформ, которые нужно провести. Одна из ключевых реформ. Без качественного образования у нас не будет будущего. Вот. А оно нуждается в преобразовании, нужно тип школы менять. Нельзя готовить, вот, тоже как сейчас, да, таких вот, ну, учить детей все обо всем. Нельзя. Нужно школу развивать на гуманитарное направление, естественное направление, после 8 класса, скажем. Да? Зачем детям учить тригонометрию, если он будет филологом, скажем, и так далее. Изучение абхазского языка, оно совершенно неадекватное. Дети, идя в школу, они абхазский язык не то что не выучивают, они его забывают. Очень многие. Вот я могу на свою семью сослаться. Это означает, что система обучения абхазскому языку провальная. Она работала хорошо, когда все знали абхазский язык. Но когда 60% в классе языка не знают, и приходится вот между знающим и незнающим лавировать, надо менять систему образования, надо разделять классы. Тоже это реформа, вот тоже нужно сделать. Но для этого нужна политическая воля. У нас дефицит политической воли для любого преобразования, к сожалению. И в других областях тоже. Система управления. У нас сверхцентрализованная президентская власть. В то время, когда это формировалось, это было нужно, поскольку страна только создавалась после конфликта. Но сейчас это уже не нужно. Нужно произвести децентрализацию, передать больше полномочий кабинету министров, парламенту. Это во всем говорилось много раз уже, но ничего не делается. Надеюсь, что сейчас все-таки новая власть, что она займется этим делом. Я думаю, что есть силы, которые хотят реформ в этой власти, и президент, и его соратники. Надеемся, что это получится наконец-то.
Так а кто больше боится реформ? Или общество готово к Знаете, реформам? некоторые Это реформы- мы все, они просто говорят, что они готовы. А если на самом деле Да. каждый хочет реформы, ну чтобы вот чтобы не с его это не него, затронуло, да. да. Ну да, это действительно, но она затронет всех, потому что вот система образования, да, это же касается наших детей, правда же? Вот это она всех затронет. Но все жалуются. Если приходится уже после 8 класса тем, кто хочет хорошего будущего для своих детей, готовить их через репетиторы, это система уже, это параллельная система образования Абхазии. Это нормально разве? Мы учились в советской школе, я поступал в университет без никакого репетиторства и поступил, успешно поступил. И многие другие поступали. Тогда хватало этого, а сейчас не хватает. Так что реформы необходимы, да, они болезненны, могут быть для кого-то, но они необходимы. Когда ты заболел, идешь на операцию, да, тебя что-то там вырезают, но от этого становится лучше, хотя испытываешь боль, но потом ты выздоравливаешь. А если ты не пойдешь к врачу, то будет плохо. Поэтому они необходимы, они могут болезненными быть, но без них не обойтись. Вот если будет у нынешней власти политическая воля их провести в жизнь, да, вот, конечно, научно обосновать их, да, понять, что нужно, изучить мировой опыт обязательно, причем не огромных стран, как у нас любят, да, вот, все списывать с больших стран, а с малых стран, где более успешно какие-то вещи решаются, поскольку ресурсы другие и возможности другие. Тогда у нас получится политическая воля, это ключевое слово. На ваш взгляд, вот что спасет нас в будущем? Ну вот, мое мнение, вот это 3 вещи. Это абхазский язык, демография и, ну как и вы сказали, образование. Ну да, конечно, все верно. Что нас спасет? Ну, во-первых, нам нужна безопасность. Да, это первое прежде всего. У нас с Грузией конфликт не завершен, к сожалению. К счастью, у нас прекрасные отношения с нашим партнером стратегическим, и Российская Федерация обеспечивает практически безопасность Республики Абхазия. Вот, и надеюсь, это будет продолжаться. Это первое. Второе, это для того, чтобы достичь всех этих целей, да, и демографических, и языковых, нужна и хорошая экономика, нужны деньги. Вот, без денег очень трудно что-либо достичь. А экономика означает развитие экономическое, да, рост экономический. Он, конечно, есть у нас, трудно это отрицать, он есть, но все-таки не такой быстрый, как мы хотели бы. И вот я думаю, что главнейшей проблемой сейчас являются 2 вещи. Это отсутствие хорошего менеджмента, да, хорошей системы управления экономикой. Да, и второе – это коррупция, конечно же. У нас есть просто черные дыры, вот как, знаете, существует космос черный, который пожирает национальное богатство. Вот. Они всем известны, эти черные дыры. Да? Это границы наши, черные дыры, конечно. Вот, с той стороны, и с той стороны, и морская. Там нужно, конечно, наводить порядок. Вот. Заходим в магазины, платим за товары, а чеки не получаем. То есть ничего не контролируется. А это же огромный источник дохода казны, правда же? Вот. Я думаю, что можно сделать так, чтобы человек, который заплатил за товар через кассу, да, чтобы тут же информация об этом шла в режиме реального времени в налоговую инспекцию, чтобы люди сразу знали, что была транзакция, потом проверяли уже данные в конце года. То есть можно организовать это. За свет тоже можно организовать, чтобы люди платили. Поставить счетчики, поставить счетчики, вернее, да, и люди будут платить, автоматически придется им платить, потому что иначе невозможно будет без света жить. То есть все это можно организовать. Это первая вещь. То есть организация, да, менеджмент. Это 2 проблемы экономические. А с точки зрения стратегической, конечно, да, наших, вы правильно сказали, я поставил на первое место демографию. Без народа нет языка. Вот нужно народ сохранить. Вот. Здесь, конечно, речь идет и о здоровье народа, насколько он здоров, да, и психически, ну и, естественно, и физически, насколько здоров. Это система здравоохранения. Насколько она оптимальна у нас? Мне кажется, не оптимальная. Вот. И там очень много проблем. Они очевидны, эти проблемы, но они не решаются. Вот в чем проблема. Они не решаются. Вот этот наш кризис, эта эпидемия показал все наши больные точки. В втором месте, конечно, это язык, да, потому что нет народа без языка. Вот народ, который говорит на иностранном языке, да, как на своем, это уже как бы, он теряет часть своего характера как народа. Тенденция очень печальная, очень тревожная. Я об этом постоянно говорю, и тем не менее очень мало голосов, которые поднимают вот этот вопрос. Очень мало. Как-то люди смирились с этим.
А это нельзя допустить, чтобы люди смирились тем, что язык умирает. Нельзя допустить. Хотя в деревне он процветает, конечно. В деревне все говорят на абхазском языке. Но деревня перешляется в город, вот в чем дело. А в городе уже все. И абхазский язык находится в состоянии никому не нужной сироты. То есть абхазским языком говорящие не гордятся, а они как бы говорят, как-то так вот, извиняющие говорят, да, переходят на язык более престижный, который сейчас является русским языком. Вот, это надо менять. Вот я хочу привести вам пример с Турции. В Турции это нужно менять систему, как вот здесь, вот, да, вот, сказать, менталитет нужно менять, это сложная вещь, но это возможно. Вот в Турции, скажем, вот Османская империя была империя, в общем-то, турецкая как была, но в то же время она была космополитическая, там кроме турок жили армяне, греки, грузины, там, абхазы, черкесы и так далее. И все албанцы управляли страной совместно, вообще, там не было такого национализма. Но уже когда создалась республика турецкая, вот, после смены режима в 20-х годах 20 века, нужно было создавать новый менталитет. Вот, и поставили упор на национализм тогда. Вот. И вот слово «турок» был синонимом простолюдин, крестьянин, вот, невежа такой, знаете, вот, темный человек. И Ататюрк, он сделал это слово предметом гордости. Сейчас до сих пор едешь по Турции, везде плакаты написаны: «Я счастлив, что я турок». «Я счастлив, что я турок». Это очень важно. И вот здесь тоже нужно такие же меры приводить, чтобы менять отношение к абхазскому языку. То есть идеологическую работу. Абсолютно, которая у нас на нуле абсолютно. Даже вот минусовая, я сказал бы. Нет ее вообще. Все должны заниматься вопросом. Это общая национальная задача, но никто не занимается ею. Никто практически. И, не знаю, в этом отношении я немного пессимист, в том смысле, что как-то вот мы дойдем до точки, а потом уже будет поздно. Вот в чем проблема. Дойдем до точки, а там будет поздно уже. А потом надо будет, как у Быхи, создавать заново язык, который уже не существует. Конечно, мы далеки еще от этого, к счастью. И вот наш тыл, да, культурный язык, это наше село. Надо его всемерно усиливать. Всемерно, чтобы люди жили и не хотели из села уезжать. Чтобы там был досуг, чтобы там были детские сады, чтобы там была школы, спортивные площадки и так далее. Тогда село наше возродится. Опять же, вот не видно, чтобы что-то делалось, да, особенно. Что-то делается. Дороги уже неплохие, кстати, неплохо. А вот кроме дорог, все остальное уже как-то все-таки теряется. В общем, здесь очень много проблем. Государство, конечно, мы создали государство, оно действующее, функционирующее, оно развивающееся, это очень хорошо. Мы можем гордиться нашим государством и должны гордиться. Но остаются большие проблемы, которые надо решать. Не решать их, а заниматься просто реактивной политикой. Вот тот сделал, то сделал, а вот не решать ключевые вопросы. Они накапливаются, а потом уже будет очень сложно их решать. И я думаю, что у нас есть все основания эти вопросы самостоятельно решить. У нас есть прекрасная и природа наша, да, она помогает нам. И экономика может быть процветающей, если вот ее хорошо привести в порядок. И народ у нас грамотный, у нас есть все практически, и на ресурсы, в общем, мало денег, да, но деньги тоже надо уметь делать. Не просто ждать от России, да, а надо самим зарабатывать деньги. У нас есть лес, у нас есть уголь, у нас есть рыба, у нас есть очень много ресурсов, которые можно привлечь для того, чтобы, к сожалению, у нас, хочу добавить, очень мало производств. Надо поддерживать государство эти вещи, поддерживать. То есть мелкое вот производство, да, и среднее, оно может поднять экономику Абхазии на огромный уровень. Это же очень важно, чтобы экономика работала, создать внутренний рынок. Не ждать импорта, да, товаров, а создавать саму товары и пытаться их продать за рубежом тоже. Это все возможно в наших силах, просто надо заниматься этим делом. Вы работали министром иностранных дел, вы языковед, преподаете в Абхазском государственном университете. Вот что для вас, что вы для себя нового открыли вот в этой должности? Пока я мало чего открыл. Я открыл, что здесь нужно проводить капитальный ремонт. У нас такая сырость, что там вообще работать невозможно. Нужно провести, обещают помочь, вот, создать нормальные условия работы для сотрудников. И нужно усилить штат, надо привести в штат ученых, молодежь, которая, я очень со многим преподавал, прекрасные ребята есть, прекрасные специалисты молодые, надо их тоже задействовать, чтобы они тоже работали и приобретали опыт
вот в этой работе. Так что у меня планы, в общем-то, неплохие, хорошие планы. Надеюсь, они будут реализованы. Ну, преподавательскую деятельность вы не Нет, оставите. я Ни не в коем оставляю. Убыхский язык вы не оставите. Я буду продолжать преподавать и на ИСТФАКе международные отношения. Я преподаю геополитику Абхазии. Ну, Абхазия в системе международных отношений. И я считаю, я получаю большое удовольствие от преподавания там, поскольку на самом деле очень хорошие студенты. Всегда. Вот это сливки, я думаю, нашего студенческого общества. На филфаке ситуация немного другая. К сожалению, там принцип все-таки набора кадров вот, без большой принципиальности. 5-й курс, студенты вообще мало что знают, некоторые, да. Есть прекрасные студенты, есть мотивированные, а есть те, которые просто вот, чтобы получить как бы корочку, да. Я бы тоже здесь менял бы все это. Нужно не количество, а качество. И университет должен быть элитарным учреждением. Не с точки зрения финансового, а с точки зрения, должен быть там интеллект наш формироваться, нашего общества. А, к сожалению, мы штампуем, в общем-то, не специалистов, полуобразованных людей часто. Хотя есть прекрасные исключения, есть великолепные. Потом они претендуют, у нас же все люди амбициозные, да, сразу же хорошее место, система родственников все это обеспечит, и это место уже будет занято. А специалист, классный специалист будет ходить по кругам и найти работу. Очень много примеров этого. Так что, ну вот я буду преподавать, да, продолжать преподавание. Я преподаю вот на филфаке убыхский язык, адыгейский язык преподавал 1 семестр, ведение кавказского языкознания, абхазскую фонологию. Вот. Может, еще что-то другое. Да. И вот завершая нашу беседу, у нас в конце вот такой традиционный вопрос. Вы нам можете назвать определенно, конкретно какой-то вот проект, который вы осуществите вот за определенное время? Вы знаете, у меня постоянно какие-то проекты, я постоянно чем-то работаю. Сейчас я готовлю 2-е издание своей книги «Международный правовой статус Абхазии». Он посвящен обоснованию независимости Абхазии с точки зрения государства в системе международных отношений, основываясь на так сказать, учебниках международного права. Вот. И сейчас я готовлю 2-е издание, оно увеличилось 2 раза, книга увеличилась. Я добавил очерк политической истории Абхазии. Я уже практически последние штрихи, в общем-то, наношу, и скоро книга пойдет в типографию под грифом Центр стратегических исследований при президенте Республики Абхазия. Она будет издана, я думаю, в феврале уже будет издана, так что, может, поговорим на эту тему тоже. Там очень много важных вопросов, которые важны для нашего государства, для понимания его роли, внутренней сущности и его сущности как субъекта международного права. Это вот 1-й проект, который я сейчас собираюсь практически завершаю в ближайшее время. Да. Я вас благодарю за беседу и желаю всяческих удач. Спасибо большое.